Я Кулигина Людмила Алексеевна. Вот уже с 5.06.12 года официально в зале суда заявляла об убийстве моего брата. Вот видите, это все печати, штампы, что я говорю правду, что вот видите, я обвиняю свою бывшую невестку, это что она виновна в смерти брата, что отравила мышьяком. Это мое мнение. Вот мой брат, 52 года, молодой мужик, стрелок охранного предприятия, сопровождал поезда по вагонам, по составам прыгал, сутками дежурил. Пришел с работы и через 15 часов был мертвый. Это только мышьяк. Обо всем этом, вот я в прежнем своем заявлении говорила, в интернет, потому что не вижу другого способа заставить наши правоохранительные органы исполнять свои прямые обязанности. Вот сколько судье Логачевой мной выложено обвинений, то, что она сознательно и умышленно нарушает закон и права человека. Также, вот я попало мое видео, выложено новости дня. Тут 195 просмотров. Люди смотрят. Сколько наше тут село, оно небольшое. Но никто никаких комментариев. Ни один человек не осудил меня. Ни один боятся, не защитил учителя. Боятся вмешиваться. Вот. Зато теперь учительница подает иск на меня, как будто я клевету. Целый год она терпела мои обвинения. А тут у них пошел сговор. Это на 21 суд назначен. Эксперт, который ей продал справку о смерти, будет давать там свидетельские показания против меня. Ага, сейчас, как говорил мой братик, я сделала то, на что имею право. Я не просто сделала, я об этом сообщила в Следственный комитет. Пришла, сообщила в прокуратуру, не просто словами, а в письменном виде. И вынудила поставить мне вот сюда штампик. Вот. После этого, как было выложено видео, наш прокурор Каушан срочно, задним числом, отменил все свои прежние отказы о возбуждении уголовного дела. Типа соизволят. Только ничего не делается до сегодняшнего дня. А зато приходят следователи проверять меня. Почему это я распространяю слухи? Я не распространяю. Я реально выдвигаю обвинения. То, что судья Логачева, в общем, год целый по моим заявлениям разводила просто меня. Дай ту справку, дай это, сделай эту экспертизу, то отказывает, то потом принимает, и справки недостатки. Целый год она мне разводила, вместо того, чтобы честно сказать, если мне не положено наследство, как делает Астахов, там Дмитриева суды идут, час суда. Они говорят, извините, мы вам сочувствуем, но вот такой закон. А меня просто наглую судья Логачева разводила, как хотела, издевалась. Я просила, писала отводы. После моих публичных обвинений для нее нет у нее права рассматривать мои иски. Даже до телеграммы дошла, чтоб... Нет, бесполезно, она просто издевалась. Я отказываюсь, на суд не прихожу, все равно... Идет суд сам по себе. Просила у своих племянничков. Я единственная прямая наследница. Я заработала это наследство. Вот дайте мне 12 тут соток земли пустой. Нигде жилье построено. А вот это, где нету пустой. Нет, бесполезно. Захватили и рады не рады. Вот 11 марта был суд. Зачем, спрашивается, судья принимала? Зачем развела меня буквально на месячную пенсию? А? Чтобы потом вынести вот это решение, что у меня нет, закон не позволяет? Да нет, госпожа Логачева, это просто рэкет какой-то с вашей стороны. Так как решение было криминальное, я еще в суде сказала, что приготовьте мне протокол судебного заседания. Вот назначили 15-го прийти. Прихожу, протокол не дают. Надо доверенность тут в деле есть. Есть тут какая-то справка от нотариуса. Мне об этом сказали в ходе суда, но не показали, не ознакомили. Прошу, дайте мне копии хотя бы, что для дальнейшего обжалования. Не дают. Протокол еще не готов. А что это он не готов? А? Вы должны были вести протокол в ходе суда и на основании этого протокола выносить решение. А у нас выносится криминальное решение, и потом все подтусовывается, переписывается протокол по новой под данное решение. Вот это есть, она расписалась, судья, в этом, и это есть подтверждение
тем словам, которые я только что сказала. Посмотрите, после 3 августа вынесла она, которая это решение, я подала апелляционную жалобу, и почитайте, стыдобище, у нас Гулькевичский район, да, а что тут пишут-то? Динского районного суда от 12-11 года. А суд-то был в 12 году, и какие-то фамилии вообще левые. Как мне, я обратилась туда, в канцелярию, к секретарю, говорят, это случайность, это опечатка. Да нет, это не случайность, до этого было вообще Ейского горсуда, такой же бред, над нами издеваются. Да и вот еще был один иск, совсем по другому делу, видите, иск удовлетворен был. Решение вступило в законную силу. Вот только мне сказали, что оно не вступило. Видите, тут пишется, решение отменено полностью, вынесено новое решение. Ну да как это? А? Как такое возможно? А это специально делается, что если кто-то их прищучит, то будет это случайность, это ошибка. Нет, это не случайность и не ошибка, это сознательное, умышленное мошенничество в суде. Посмотрите, вот была смерть моего бывшего мужа. Ну, тут хоть сожительница его отправила на тот свет, помогла. И вот, также судья Логачева творила в суде целый год, как и в этом случае. Просто зеркальное отражение, 2 дела, 1 в 1, зеркальное отражение. Посмотрите, разве это может судебная коллегия Краснодарского краевого суда вот такие давать? Да вы что? Раньше хоть такие пишущие машинки, но все-таки машинки, а это что? Коллегия Краснодарского краевого суда? А что тут стоит Гулькевичский районный суд? А почему тут стоит штамп? Чего ради вот такое возможно? И это все длится сколько лет, и нам говорят про борьбу с коррупцией. Вот у меня есть определение, это просто приговор, данное постановление. УВД тут. Ладно, вот, посмотрите, это просто приговор и прокурору, и судье, и самое главное, председателю суда. Труп забран без разрешения медперсонала, да? Захоронен без экспертизы, без вскрытия. Ну, это разве не преступление? И через 2 дня сельский врач совсем другого села, не по месту жительства, которая даже не видела ни разу умершего, выписала справку о смерти по какому-то сомнительному рентген-снимку, что человек умер от рака. Без вскрытия. Как она могла по рентген-снимку установить такое? И вот этих постановлений сколько. Специально каждый раз назначался другой следователь, чтоб я не буду их трусить. Все это одно и то же. Вот я подаю в суд, 11 год. Что объедините, если тут нельзя доказать убийство, то тут налицо мошенничество, сговор. Объедините, вот видите, указывают, сколько следователей. Ну, они по несколько раз некоторые писали. Честный человек сказал, это я не буду делать, это преступление, я отказался. Да, кто там, какая у них мораль, какая нравственность. И посмотрите, это 20 января, и прокурор 20 января 2011 года. Вот они в один день в зале суда вот как бы отменили. Угу. Но я-то настаивала, чтобы вот эти дела вынесли на основании этих прежних постановлений одно постановление. И привлекли ответственных к наказанию по 159. Что прокурор Клынов сделал? 10-дневный срок. Все это нужно бы, мои требования было сделать. 10 дней всего нужно. Угу. Сделали. 3-й год идет. Ну пишу же, я там много еще, я не сдаюсь. Ну и что? Все законно, все правильно. А зачем вы отменяли тогда каждый раз? 15 раз отменили и вынесли. Отменили и вынесли. Это же разве правоохранительная система? Вот так вот. Все вот так они сидят и работают. Ничего не меняется. И кто у вас борется с коррупцией? Вот эти судьи, они сидеть на скамье подсудимых сами должны. Для чего я это делаю? А именно для того, что завтра меня не будет, а все мои видео будут в интернете, как в сейфе. И рано или поздно этому будет конец. И им придется отвечать за свои вот такие делишки судебные. Все.